Дальнобойщик из Беларуси получил тяжелые травмы после столкновения с КАМАЗом на перекрестке трассы М7 и улицы Центральная поселка Новониколаевский. Врезавшись в грузовик, длинномер протаранил отбойника, а его водитель в момент аварии вылетел из кабины. Рамиль Галиуллин узнал подробности и вспомнил, что аварии в этом месте, в том числе и страшные, совсем не редкость. Череп, бедро, ноги, что-то там. Он вылетел же прям. После удара 26-летний водитель фуры вылетел из кабины и рухнул на асфальт, получив тяжелые травмы. Белорусского дальнобойщика в тяжелом состоянии госпитализировали. Снова Николаевский поворачивал в ту сторону, в Москву. Вот город заканчивал, он на бешеной скорости вылетел по внутренней полосе и врезался. А он откуда ехал? С Москвы. Сюда прям, Да. на красный, да? Да. Он только загорелся силен или уже горел? Или как было? Уже горел. Сначала длинномер въехал в угол кузова КАМАЗа, затем снес отбойник и проехал так несколько метров, чудом не зацепив встречные автомобили. От кабины кузова практически ничего не осталось. Водитель самосвала уверяет, правила он не нарушал и выехал на разрешающий сигнал светофора, в отличие от дальнобойщика. Свидетели, да, есть, взял номера телефона. Они уже уехали. Они что сказали, тоже за вас? Ну, конечно. У них есть регистраторы. К такому же мнению пришли и автоинспекторы. По их данным, аварию спровоцировал водитель фуры, который на перекресток выехал на красный свет. Светофор, кстати, единственный на несколько десятков километров. Скорость на этом участке дороги ограничена 50 километрами в час. Но несмотря на это, аварии здесь происходят часто. Одна из самых страшных произошла 26 мая минувшего года. Тогда 36-летний дальнобойщик, также из Беларуси, стал виновником столкновения 6 автомобилей. Первый удар на себя принял стоящий на светофоре «Шевроле Круз». Тогда погибли 3-летняя девочка и ее 34-летняя мать. Пострадали еще 3 человека. Мужчина признал вину, сказал, что уснул за рулем. Суд приговорил его к 4 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии поселения.